Дайте хочу. Добрый день, дорогие мои. Так, походу, получается, я ушла в декретный отпуск. Вы не представляете, со вчерашнего дня сколько времени у меня уходит на этих перепелят. Я же вам показала, что я принесла их в мою котельную, поставила в коробочку. Но они пищали, я поняла, что хотят есть и пить. Налила им водички, насыпала корма и ушла. А водички налила вот сюда, но без банки. Банку убрала, чуть-чуть налила, и видите, камушки лежат. И эти камушки положила. Но в итоге, они же еще, они вот за сутки так выросли. Они, в принципе, знаете, какие маленькие. Сейчас я вам на руке ее покажу. Вот посмотрите, какой он маленький. И все равно он не кажется маленьким на съемке. Он вообще маленький, он вот с мизинец мой только. Они, короче, вчера у меня вымокли все в этой воде. Я захожу, минут через 15 водичку им налила, минут через 15 захожу. Они у меня все пластом лежат, мокрые, как будто бы подохли. Я испугалась. Поменяла им быстро подстилку, поставила совсем рядом с отоплением, с этим котлом, подвесила им лампочку, еле-еле оклемались, согрелись. Потом, смотрю, захожу, они перегрелись, отодвинула. Минут через 10 захожу, им холодно, пододвинула. Вы не поверите, через каждые 10-15 минут сюда забегаю, через каждые 10-15 минут здесь им надо что-то было делать. У меня уже ноги под вечер гудели. Ночью легла в 2 часа ночи. И то, вот, вы знаете, вот, как будто бы вот к ребенку выходишь, через каждый час забегала, смотрела, думаю, ну что-нибудь не то сделаю, не так сделаю. Ой, что только я с ними не перенесла. Сегодня больше часа мыла вот этот вот брудер, в котором они сейчас сидят. Проклинала себя за то, что сюда посадила цыплят. Отмывала их после цыплят, потом сделала дезинфекцию. Потом сюда их посадила. Они у меня начали вот воды, вот эти щели выпадать. Вот видите, я картонку поставила. Вот, видно, вот картонку поставила. Они через вот эту вот маленькую щель вылазят и падают на стол и со стола на пол. Представляете? Вот уже штук 10, наверное, подобрала. И даже ухитряются через вот эту вот картонку они убегать. Я не знаю, что это такое. Посмотрите, какие они шустрые. Это что-то. Я действительно ушла в декрет. Так что не снимать, ничего делать практически. Я со вчерашнего дня даже по дому не успеваю ничего делать. Вот только и делаю, что бегаю к ним, смотрю на градусник, сколько тут для них градусов, смотрю, как они сидят, как они ведут себя. Ну, я с цыплятами так не возилась, как с ними. Это что-то. Надо что-то здесь теперь придумать, чтобы они... Ну, что-то сын мой не досмотрел. Вот плохо закрываются вот эти вот сетки. Ну, одну я просто открыла, чтобы показать вам. Надо что-то придумывать, пока все время, даже уже одна-две прямо на улицу вышла. Вот упала, отсюда сюда падает на стол, и со стола на пол, представляете? Где-то метр все равно стол стоит, у меня их подняла высоко, чтобы температура была выше. Вот так вот, друзья, сегодняшний мой день. С ними потом... И остальной же птицы много, и корова, и все-все. Набрала молоко, алхамдулилла, уже первый раз просепарировала утром. Вижу, сейчас молоко прокисает, вечером творожок сделаю. А то я уже отвыкла от того, что сепарирую, от того, что творог или сыр что-то делаю. Вот понемножку начала корова приходить в себя. Правда, очень мало, конечно, молока литров 5 за раз дает. Но для моей коровы это очень мало. Не знаю, что будет. Вот так вот, друзья. Никому не посоветую заниматься перепелками. Ну, наверное, если какие-то нормальные условия бы были, в принципе, не трудно. Но вот за счет того, что они падают из этого брудера, и температуру им создать, ну, это не вариант. Вот ругаю своего сына, я бы больше, если бы знала, я бы не взялась за это. Дорогие мои, сейчас я хочу приготовить нам с мамой обед. И немножко, наверное, поснимаю и покажу вам. Не знаю, будет ли вам интересно. Но вот так вот, друзья. Так, я вроде бы говорила вам, что мама моя что-то не любит супы и все такое. Раньше очень сильно любила супы. Но сейчас что-то вот суп не хочет все время, чтобы был бульон. Но все-таки я сегодня решила, и сама я очень люблю именно вот такой вот суп. Я сварила мясо свежее,
особенно когда мясо не замороженное, а свежее, я делаю так, чтобы вот вкус мяса, дорогие мои, не портить ничем, ни морковкой, ни болгаркой, ничем. Просто чисто мясо, картошка и лук. И вот хочу сделать вот такой вот супчик, соус. Ну, называйте как хотите, если честно. Так, сейчас зажарку сделаю. Провозилась сегодня с перепелятами своими. Они меня удивили, конечно. Так, сразу же поставлю лук жариться. Просто чисто лук. Я люблю вот много лука в супе, в этом соусе. И много черного перца. Не знаю, правильно это или неправильно, но я так готовлю. Поэтому показываю вам, как я готовлю. Мясо у меня уже сварилось. Картошку я тоже вот сейчас солью воду. Почистила, нарезала. Но картошку не мелко, друзья. Нарезайте вот так вот. И картошку в этом соусе тоже я не люблю, чтобы ее было много. Ее все-таки много, я не всю буду закладывать. Все. Получится так, что вот больше бульона, мяса и картошка. И все, и поджаренный лук. Все. И соус наш готов, и ничего не надо больше придумывать. И он действительно вкусный. Действительно вкус бульона, вкус мяса. Не портит его. Будет очень вкусно. Просто чисто вкус мяса и бульона. Еще несколько картошек закину. Вот так вот, друзья. Погода у нас очень хорошая, солнечная, прям как будто бы летняя. Хотя и вечера прохладненькие. Что-то я и в огород сегодня не ходила. Не знаю, огурцы есть или нету. Посмотрим. Так, сейчас поджарка. Лук поджарится, и я подключусь снова. Ну и вот, друзья, лук мой поджарился. Теперь я немножечко. Я люблю много перца именно вот в этом соусе, если честно, черного перца. Добавим черный перец. И почти вот картошка готова у меня в соусе. И добавлю сюда. Вот так вот, друзья. Конечно, перца много. Кто не любит, не добавляйте. Но мне в действительности очень нравится вот именно вкус такого вот. На чеченском языке, наверное, чёрпа, не знаю. У ингушей соус, суп, как угодно назвать. Лишь бы было вкусно. Но вкусно будет, потому что вкус свежего мяса просто. Картофель и лук, и его больше ничем не испортишь. Единственное, что перед подачей, и то только перед подачей я положу зелень. Ну вот пока соус доваривается, я подготовлю для баклажанов себе продукты, для жареных баклажанов. И вам покажу, как я их буду делать. Ну и вот, друзья, что мне нужно для того, чтобы сделать мои баклажаны. Вернее, не сделать, а пожарить. Приготовить блюдо из баклажан, будет точнее. Значит, баклажаны, которые вот нарезаны вот такими вот слайсами, я их нарезала, посолила, постояли, высушила. Ну, минут 5-10. Болгарский перец вот так вот крупно нарезанный. Видите? Ну, короче, пропорции как? Ну, я делаю все на глаз. Вот это у меня 3 баклажана средних. Это 4 болгарки, тоже средних, небольших. 2 луковицы и 3 помидора, с которых я сняла кожуру. Кожу, вернее. Не кожуру, а кожу. Ну и немножко острого перца. Вы, может быть, и заметили, не заметили, но я действительно люблю острую пищу. Хотя сейчас добавляю не так много, как раньше. Представляете, какая она у меня была раньше. Вот так вот, друзья. Сейчас я буду обжаривать баклажаны сначала. И по ходу потихонечку буду вам показывать, что я буду делать. Так, ну вот, я налила в сковороду масло. Потихонечку буду обжаривать. Сначала нужно отдельно обжарить баклажаны. Масло еще холодное, подождем немножко. Так, ну и вот масло разогрелось. И положим баклажаны жариться.
это все, особенно с этим стативом, я не очень представляюсь, друзья. Для меня извините. У меня такие хорошие, что даже никто не говорит, что ты не умеешь, зачем ты ввязалась в это? Зачем взялась вообще за это? Но я надеюсь, я все-таки научусь всему, и у меня будет интереснее для вас. Съемка будет более качественнее, но в это время и сын приедет, что-то вчера второй сын говорил, что младшего он, скорее всего, пришлет домой. Так что, наверное, все будет хорошо. Так, соус наш сварился. Я его пока выключу. Пусть пока стоит, пока не прожарятся мои баклажанчики. И вот баклажаны прожарились с обоих сторон. Все-таки плохо, что нет никого дома у меня. Привыкла, что раз кого что-то надо, посылаю сына в магазин. У меня нет ни салфеток, ни бумажных полотенец. Что представляете, но сейчас, если я сейчас начну собираться идти в магазин, это будет очень долго. Придется уж так. Будет слишком жирно. А вы, друзья, положите, когда пожарите баклажаны, то положите их на полотенце бумажное или на салфетку. Мне надо будет сегодня вечером пойти в магазин и сделать кое-какие покупки. Если я пойду, то, скорее всего, сниму для вас. Ну, магазин только в сельский, потому что куда-то ехать у меня не вариант пока. Так. И еще очень люблю баклажаны, правда, не люблю кабачки, хотя тоже говорят, что их надо есть. Но у них очень нежный вкус, вот именно вот нежность их вкуса, вот, я не знаю, не могу я их есть почему-то. Ну, попробуем из кабачков что-то приготовить, друзья. Ну и вот пока жарятся наши баклажаны, я налила в сковородку масло следующую, чтобы не ждать. Обжарю болгарский перец тоже отдельно от этих баклажан. Минут 5-10 надо будет обжарить болгарский перец. Ну, на готовность сюда. Болгарку я открою крышкой. Так, баклажаны, наверное, обжарились уже. Я постаралась налить как можно меньше масла, чтобы они у меня не были сильно маслянистые. И теперь в эту же сковороду я, в этой же сковороде, вернее, я пожарю лук. Обжарим лук и болгарский перец. Потом я покажу дальше, что я буду делать. Ну и вот лук наш обжарился. Теперь добавим помидоры сюда. Помидоры тоже минут 5-6 прожарим уже вместе с луком. Болгарка за это время у меня уже прожаривается. Я не знаю, у меня вот такая сковородка, что не будет видно. Вот так вот, видите? Она хорошо прожарилась. Так, друзья, помидоры
сюда добавим чеснока. Вот 1 зубчик чеснока. Немножечко потомить и просто перчик я добавлю. Кто не любит острое, опять повторяю, его добавлять просто не надо. Я люблю острое. Недавно у меня дочка с Аишкой, когда были, соленые огурцы начали есть, на столе стоят в этом году, которые посолили, причем я их считала, что они у меня так в меру только. Я их посолила, положила острый перец. Аишка поела огурчик и начала от того, что ее обожгло, прям вот не могла. И дочка моя говорит: мам, почему у тебя такие острые губы в этом году? А я вообще не чувствовала, понимаете? А это еще были та банка, которая у меня по заказу, которую я делала, и лишнюю из этой банки открыла. Если даже не лишние, я делаю лишние и всегда пробую перед тем, как отдать мой заказ, потому что боюсь вдруг, что невкусно, там, или солила, или что. Я всегда одну банку открываю и пробую, что же я сделала. А я переживала, думаю, ой, они меня просили сделать их хорошо острыми, а по моему вкусу они были совершенно не острые. А те, обе девочки, что маленькая, что дочка моя, говорит: мама, их невозможно кушать, они очень острые. И сын тоже говорит, они острые. А я вот не ощущаю эту остроту, понимаете? Я люблю острую пищу. Так, ну вот, друзья, теперь эта зажарка у нас уже все закончилась, поджарилась. Так, если сюда, то болгарки мало, баклажан мало, я их переложу сюда, в меньшую сковороду, сделаю немножечко подушечку. Переставлю сковородки. Вот так вот. Небольшая подушечка внизу из лука и помидор. И теперь положу на это все баклажаны. Обжаренные наши баклажаны уже. Теперь болгарский перец. Он горячий. Баклажан. Теперь снова помидоры с луком. Запах от чеснока там прям очень приятный. Снова баклажанчики. Ну, я сделала мало, потому что нас двое. У кого больше, просто надо побольше сделать и все. Теперь болгарку. Ну, теперь уже все это подвину. Да, и я помидоры с луком посолила, забыла вам сказать, посолила. Ничего солить больше не надо. Все, теперь мы потомим их еще немножечко под крышечкой, минут 5, чтобы они там, как говорится, поженились. И блюдо готово. Ну и вот, друзья, обед мой готов. Сейчас вам налью, положу и покажу. Жалко, что никого не могу позвать,
Позвать-то могу, но вы не придете просто. Вы поверите на слово, что это вкусно. Так, наверное, видно. Я надеюсь. Так, и положу баклажанчики наши. Видите, какая красота. И поверьте, это очень вкусно. Горячо. Вот так, друзья, ничего, как говорится, сложного. Может, вам не нравится, что я готовлю. Но это вкусно. И просто самое главное. И, в принципе, все из подручных продуктов. Ничего сложного в этом нет. Так что, друзья, готовьте. Ну, наверное, многие намного лучше меня знают, как готовить и что делать. Но просто я показываю то, что делаю я. Кто обедает, ну, по-любому, кто ест. Приятного аппетита. Озеля ашмасне. И приходите в гости, в действительности, кто живет у нас рядом, в Ингушетии. Я зову вас в гости. Только предупреждайте меня, чтобы вам не надо было ждать, пока я что-то приготовлю. Я буду очень рада. Но, в принципе, я буду рада даже людям, которые не из Ингушетии, если они приедут. Вы тоже не обижайтесь из-за того, что я так сказала. Но если в действительности из других регионов приедут ко мне, я буду очень рада.